Мшыбзе Слангьаргипа. Итабу бам тапшаны ехетбе хайцчажура шахакушахатхаз. Бзырбшабет. Иҵарны иқәгылоу азҵаарақәа ируакуп ҳхатәы бызшәа, аԥсуа бызшәа азҵаара. Абызшәа зегь раԥхьа игылоуп, уи зегь аҵанакуеит иҳәахьан ҳпатриарх ду Дырмит Гәлиа. Еилкаауп аԥсуа бызшәа апроблема уи хымԥада аҭаацәарақәа рҟынтәи ишалаго, аха иӡбатәу маҷым школқәа рҿы, ахәыҷбаҳчақәа рҿы. Зегь раԥхьаӡа иргыланы абызшәа ырмариатәуп рҳәоит. Абри аганахьала аҳәынҭқарра иарбан усқәа инанагӡо? Сазыразуп усоуп ишыҟоу аԥсуа бызшәа иқәырхара даара иҵарны иқәгылоу зҵаароуп. Исҳәарц исҭаху убриоуп, хкомиссиак еиҿкаан абарҭ ижәба шықәса рыҩныҵҟала аԥхьатәи акомиссиа еиҿкаан Владислав Дуӡӡа иаан, нас ҽа комиссиак, нас уи аамышьҭахь ҽа комиссиак, уааҵәа иарбан иҟаҳҵаран иаҟаз аусқәа, абжеиҳара аусқәа нагӡоуп, иаҳзынамыгӡазгьы ыҟоуп, уигьы иамоуп, амза зкамоуп изыҟамлаз ҳәа. Абри ҳазҭало амчыбжь азы еизызгарц сҭахуп аспециалистцәа Аԥсны иҳамоу, убри аганахьала иҵегьы ҳаидтәаланы ҵаула бызшәала, наука бызшәала ҳаицәажәаны иарбан мҩоу изқәылатәу ҳәа убри салацәажәар сҭахуп, избанакәзар зегь реиԥш саргьы ари аус даара сахӡыӡаауеит. Убри аҟынтәи ас изыҟалаз, изаҳзынамыгӡаз, абызшәа адҳәала азакәан ҳадаҳкылеит, уи аус замуз, убри зегьы анализ азаҳуеит. Сара иахьынӡазбо гәыԥҩык специалистцәа гәаанагара рымоуп, ҽа шьоукы ҽа гәаанагарак рымоуп. Иазгәасҭарц исҭаху убриоуп, аҳәынҭқарра иалшаз рацәоуп. Сани саби еиҭарҳәон, аԥсуаа азин рымаӡамызт Аԥсны ԥсышәала ацәажәара. Уи шықәсык акәӡамызт ус ианааз, кыр шықәса иҟан. Аха ҳауаажәлар аԥсуа бызшәа еиқәдырхеит, аԥсуа бызшәа џьара унеины уцәажәар ауамызт, ашколаҟны иҟамызт, аусбарҭақәа рҿы иҟамызт, аԥсуа бызшәа абеиқәхеит, аҭаацәа рҿы еиқәдырхеит. Убри аҟынтәи ари сара таԥхықәра аҳәынҭқарра аҟынтәи ауаа арахь иназгарц акәӡам изысҳәо. Сара исҳәарц исҭаху убриоуп, убра аҭаацәа рҿоуп ахы ахьыҵнахуа аԥсуа бызшәа. Убри аԥсуацәа ҳауаажәлар убри еилыркаар сҭахуп. Уаантәоуп ишалаго аҭагылазаашьа. Егьырахь акурсқәа ҟаҳҵеит, онлайн программа ҟаҳҵеит, ашколқәа ҳамоуп, амультфильмқәа ҳамоуп, аԥсуа киностудиа ҳамоуп, ашәҟәы акьыԥхра ҳамоуп. Уи зегь ҳамаӡамызт усҟан. Уи азыҳәан удырӡуан аԥсуа бызшәа уҳәар. Аха еиқәдмырхеит. Убри аԥышәак шьҭыхны иҭҵаатәуп. Усҟан изеиқәҳархеи, иахьа ҽа ҭагылазаашьа бзиак анҳамоу изаҳцәыӡуеи. Усҟан Аԥсны иалахәыз милаҭ хыԥхьаӡара иаҳаӡамыз? Еиҳан, уажәҳара ҳаиҳауп. Абри аполитикцәа рымацара рыхшыҩ иазхаӡом, ара иаҭахуп абри апроблема здыруа аспециалистцәа, филологцәа, лингвистцәа убарҭ ражәа аҭахуп. Ауаажәлар рҿы даҽа гәаанагаракгьы ыҟоуп, уи зыхҟьо ҳәа ирҳәо абри ачынуаа ҳалацәажәаӡом ҳәа. Иара издыруагьы иалацәажәаӡом аԥсуа бызшәала иҟәныршьошәа. Сара гәахәара дула сцәажәоит аԥсышәала, уи иҟәныршьоит ҳәа уи иашаӡам, уи са сазыразӡам. Егьырахь аԥсуа бызшәа аҵара ырмырҩатәуп, ирмырҩатәуп. Сара издыруеит уи запроцессқәа шаҟарҵо егьырҭ абызшәақәа шәарҭара иҭагылам. Аҵарауаа убриза ажәалагалақәа ҟарҵоит, аҵара мариахоит. Обстановка в мире неспокойная, военные конфликты на стадии активной фазы. По сообщениям Минобороны Российской Федерации мы видим, насколько часто происходят террористические атаки. И более того, к недавнему теракту в Крокус-Сити, опять же, по сообщениям российских СМИ, якобы имеют отношение украинские спецподразделения. Это все не может не беспокоить нас. Какие шаги предпринимаются для обеспечения безопасности, для недопущения таких террористических актов в Абхазии? Угроза террористической опасности существует давно. Для многих организаций, международных, террористических, некоторых государств это стало обычным инструментом для реализации своих целей. Мы с такими проблемами сталкивались и сталкиваемся на протяжении 30 лет послевоенных. Вы знаете о том, какое количество наших граждан погибло на границе с Грузией уже после окончания войны. С каждым годом растет профессионализм наших специальных служб.
и правоохранительных органов. Нам удалось за последние 15 лет, особенно после признания независимости Абхазии Российской Федерации, повысить уровень работы компетентных органов. И об этом свидетельствует большое количество примеров. Вы знаете о той роли, которую сыграли специальные службы в период подготовки и проведения Олимпийских игр в Сочи в плане обеспечения безопасности этого крупнейшего международного, скажем так, спортивного праздника. И тот опыт, который наработан, те специалисты, которые задействованы в противодействии такой, скажем, угрозы, они у нас имеются, идет повышение квалификации, идет наращивание технической составляющей, взаимодействие с нашими коллегами из Российской Федерации, которые наработали большой опыт. Все это дает основание полагать, что эти угрозы будут локализованы. Конечно, возможны отдельные случаи, как это произошло в концертном зале «Крокус» в Москве, там, где погибло большое количество граждан. Поэтому и денно, и ночно этим занимаются наши коллеги. Идет обмен информацией, задействованы не только специальные службы, но и Министерство внутренних дел, подразделения Министерства обороны. И достаточно высокий уровень безопасности мы совместными усилиями обеспечим. Почему такой виток сейчас произошел? Это все на самом деле связано с специальной военной операцией на Украине. Спецслужбы европейских государств сейчас предпринимают экстраординарные меры для того, чтобы дестабилизировать обстановку как в России, так и у союзников Российской Федерации. Мы это знаем, мы это отслеживаем. И могу сказать с уверенностью, что в целом оперативной обстановкой владеем. Но задача не из простых, и я исхожу из того, что нам необходимо каждый день заниматься решением данного вопроса. Аслан Георгиевич, скажите, пожалуйста, как последние события в мире влияют на взаимоотношения Абхазии со своим ключевым союзником и стратегическим партнером Российской Федерации? И внесло ли СВО какие-то заметные коррективы в наших взаимоотношениях? Вы знаете, специальная военная операция, которая проводится на Украине, это очередное испытание для России и ее союзников. Вот в этом смысле появились, скажем так, новые страницы нашего взаимодействия. Я абсолютно уверен в том, что специальная военная операция будет доведена до логического конца. И я понимаю, что это не так просто, но эти события никоим образом отрицательно не повлияли на наши взаимоотношения с Российской Федерацией. Хотел бы отметить следующее. Все обязательства, которые Россия взяла на себя в плане оказания поддержки Абхазии, это в плане реализации инвестпрограммы, в плане оказания поддержки в социально-экономическом развитии. Все обязательства Россия выполняет. Они не сократили ни объем помощи, ни поддержку, которую мы последние 15 лет испытывали, получали от России. Эта история будет преодолена. Жизнь состоит из непростых страниц, из побед, из сложностей, из испытаний, и мы через них пройдем. Я думаю, наши позиции станут еще ближе, и мы будем понимать лучше наших друзей. Это должно стать нормой. Ситуация, связанная со специальной военной операцией, показала, что в дальнейшем будут очень важны определенные союзы. Практически единицы государств, которые смогут проводить самостоятельную политику, быть в этом мире, скажем так, в гордом одиночестве. Будут после этого образовываться определенные союзы, потому как ресурсов на то, чтобы проводить свою политику, не у всех государств будет хватать. Произошел очередной такой, скажем так, крупный раздел. Происходит. Есть европейцы со своими ценностями, со своими устремлениями. В известной степени мы уважаем европейскую культуру, многие из нас хорошо с ней знакомы, но сейчас речь не идет о той классической европейской культуре. Сейчас речь идет о том, чтобы
о том, что народы Европы, государства европейские, Соединенные Штаты Америки навязали свою волю России и ее союзникам. Но мы с вами хорошо знаем, что у этих государств в их видении будущего мира нет места независимой Абхазии. Нас просто там нет. Ни в одной карте, которая публикуется в этих государствах, нет независимой Абхазии. Это испытание, которое выпало на наше поколение, оно будет преодолено, и мы выйдем из этого периода еще более окрепшими, с еще большим взаимным уважением и симпатией друг к другу. Вот так бы я ответил на этот вопрос. Вы абсолютно правы, когда говорите об экономическом суверенитете. Однако из ваших выступлений и практических действий складывается такое впечатление, что наиболее приоритетным считаете туризм. А какое место занимает в нашей республике производство и сельское хозяйство? Вы знаете, дело не в том, что я так считаю туризм приоритетным направлением в нашей экономике. Такова география, такой климат, такова история Абхазии советского периода, когда Абхазия была излюбленным местом для всех жителей Советского Союза, была большой мечтой приехать в Абхазию, отдохнуть. И это то направление, которое нам хорошо знакомо, во-первых. Во-вторых, это та отрасль экономики, которая может существенным образом обеспечить дальнейший рост наших экономических показателей. Поэтому акцент на туризме – это правильный акцент. Мы можем предложить гостям Абхазии услуги, которые в других местах, скажем так, не могут быть представлены в таком объеме, или они будут значительно дороже стоить. И этой конъюнктурой мы обязаны пользоваться. Это не означает, что кроме туризма мы не должны развивать другие отрасли экономики. Мы развиваем другие отрасли экономики. Если провести сравнительный анализ с тем, как это было, например, до 2020 года, то мы здесь увидим существенную динамику в том же сельском хозяйстве. С 2021 года ежегодно реализовывается программа поддержки сельского хозяйства. Это примерно объем ежегодный до 100 миллионов рублей на безвозмездной основе гражданам нашей страны, фермерам, крестьянам оказывается помощь. Как правило, эта помощь не носит денежный характер. Как правило, это основные средства. Например, если речь идет об растениеводстве, о цитрусовых культурах, то государство помогает приобрести саженцы, помогает приобрести препараты для лечения, возможности для того, чтобы территория была огорожена. То есть оказывается такая помощь. И, как правило, в рамках комиссии при Министерстве сельского хозяйства подбираются люди, которые этим занимаются с удовольствием и с умением. Такие у нас есть. И вот такая программа реализуется. Это 300 миллионов рублей за 3 года таким образом вложено в сельское хозяйство. И 93-94% вот этих, скажем, программ, они реально работают. У нас есть целый перечень, я вас приглашаю, вместе можем как-то поехать. Вы можете выбрать любое мероприятие в перечне и поехать, самим убедиться, работает данный проект или нет. Это что касается поддержки государства сельского хозяйства. Но в сельское хозяйство в последнее время пошли существенные деньги не только из государства, а частного характера. Частные деньги и в рамках, скажем так, льготного кредитования, которое осуществляется при поддержке банков Российской Федерации. Какие проекты, какие суммы? Например, это вот в селе Кутол объем инвестиций в общей сложности 1,4 миллиарда рублей. Это более 100 гектаров виноградников, которые были ранее заложены. Сейчас строится винзавод и строится ресторан национальной кухни. Вот этот проект, он очень интересен. И государство оказало поддержку в виде кредита 800 миллионов рублей. Следующий проект реализуется в Гулилипском районе. Объем инвестиций около 700 миллионов рублей. Это, скажем так, производство, связанное с упаковкой, хранением наших цитрусовых и производство из цитрусовых культур соков и джемов.
объем инвестиций 700 миллионов рублей. Это не просто слова, это проект, который уже находится на стадии практической реализации. Кстати, первый проект по винзаводу и по ресторану, по виноградникам будет запущен уже 15 августа текущего года. Мы с вами можем быть первыми гостями, можем приехать, посмотреть. Этот проект даст очень серьезный импульс в плане развития Восточной Абхазии. Я абсолютно уверен в том, что это будет местом притяжения для гостей Абхазии. Я даже не сомневаюсь в том, что туда будут приезжать поужинать, попробовать наши яства из Сочи. Там настолько красивый и, на мой взгляд, удачно подобранный проект. Частные инвестиции пошли в крупные предприятия цитрусовые, это совхоз Кахора. Там идут серьезные восстановительные работы, туда можно будет приехать посмотреть. Если этот совхоз в общей сложности давал там примерно в последнее время собирали до 200 тонн, при том, что там около 600 гектаров земли фактически обрабатывалось гектаров 70-80, все остальное заросло, кустарники погибли, все расчищено, десятки тысяч новых саженцев, все огорожено, и в ближайшие 5-8 лет необходимо столько времени, чтобы цитрусовые стали давать полноценный урожай, мы вернемся в этом совхозе на показатели, которые были в советский период. Несколько тысяч тонн цитрусовых. Хочу обратить ваше внимание, это экспортная продукция. Это не просто продукция, это экспортная продукция, которая будет пользоваться и пользуется, скажем так, спросом на территории России и несет в себе элементы абхазского тепла, абхазский мандарин. Это такой проект. Реализовывается очень крупный проект. Он уже, первая стадия этого проекта реализована. Более 200 тонн рыбной продукции было получено. Это тоже в Гальском районе, на водохранилище, выращивание форелей и красной икры. Предприятие будет развиваться дальше, и мы тоже им оказываем определенную поддержку. У них у всех есть определенные сложности. Во-первых, такие масштабные проекты в сельском хозяйстве в послевоенный период для нас, скажем так, новые. Ранее такого не было. И мы с каждым разом какие-то аспекты возникают. И я лично это патронирую. Я считаю это очень важным. И государство всегда вот таких людей, которые рискуют своими деньгами, пытаются делать правильные вещи, занимаются созидательным трудом, будут получать поддержку и от правительства, и от президента страны. Следующий сельхозпроект – это крупный проект, там около 200 гектаров земли выделено. По итогам 2023 года освоено 30 гектаров. Это выращивание голубики. Для нас относительно новая культура, но она очень востребована на российском и на абхазском рынках. И этот проект с каждым годом набирает все больше масштабы. И это, конечно же, нас радует. Первый этап введен в эксплуатацию завод в Курилюбском районе. Он был построен за 7 месяцев по бутилированию воды. Современнейшее предприятие. Можно будет туда приехать и посмотреть, и убедиться в том, что, к счастью, у нас здесь, в Абхазии, есть люди, которые могут найти достойных партнеров, могут привлечь инвестиции в частном порядке и делать необходимые и правильные дела. Вот если коротко рассказывать о сельском хозяйстве, вот крупный проект, который реализуется. Общий объем инвестиций по этим проектам составляет более 5 миллиардов рублей. Теперь сравните объем инвестиций, которые осуществляет государство за 3 года 300 миллионов, и частные предприниматели, которые подтягивают сельское хозяйство до 5 миллиардов рублей. И это еще, скажем так, не предел. Это очень важно, потому что огромное количество рабочих мест, и у нас в стране появляется товарная продукция, которой мы насыщаем свой рынок и насыщаем рынок Российской Федерации. Это решение многих социальных проблем, в том числе это решение такой проблемы, как отток населения из села в город. В наших селах наибольшее количество безработных проживает в селах. Нет работы. Соответственно, села начинают погибать. Мужчины, женщины пытаются оттуда уехать. А это вот наличие такого рода предприятий и развитие сельского хозяйства дает возможность
людям находить работу, находясь у себя в доме. Это тоже, на мой взгляд, очень важная задача. Поэтому, на мой взгляд, развитие туристической отрасли как локомотива, развитие, значит, сельского хозяйства, это вещи взаимосвязаны, потому что вся сельхозпродукция должна быть и будет потреблена, в том числе нашими гостями, которые приезжают к нам отдыхать. Люди хотят попробовать местную продукцию, да. Люди не хотят уже есть то, что там выращено на искусственных каких-то добавках, присытились. Мне так кажется. Поэтому в этом плане мы идем, на мой взгляд, по правильному курсу. Динамики надо придать. Есть определенные сложности, есть вопросы, связанные с правовым регулированием деятельности предприятий. Там тоже нам необходимо внести изменения. Нам в этом смысле нужно облегчить работу наших предприятий и бизнесменов. Не условия дополнительной сложности им создавать, как это бывает порой. Наоборот, должен работать принцип одного окна. Все государства мира заинтересованы в том, чтобы в их экономику приходили инвестиции. Все без исключения. Потому что инвестиции начинают работать по правилам этой страны и начинают работать на население этого государства. Инвестор любой, он берет на себя риски. Как правило, это 10-15 лет. Нужно для того, чтобы отбить те или иные вложения. И все это время и в последующем предприятия будут считаться национальными, потому что они находятся на территории Абхазии. Они будут платить налоги по нашим ставкам, по нашим правилам. Говоря о сложностях, следующий вопрос у меня будет такого характера. В стране, безусловно, реализовываются довольно масштабные проекты. Мы знаем, что в восточной части Абхазии открытые отели. Это и Черноморская жемчужина, и Тамыш-Вилледж, а также в Сухуми на территории ПВО МВО туристические объекты восстановлены. Ну, про Сухумский аэропорт это вообще грандиозный проект, но некоторые даже до сих пор не верят в то, что это дело будет доведено до конца. Вот с какими сложностями вы сталкивались при реализации этих проектов? Ну, первое, мы сталкивались с тем, что у нас не было опыта реализации такого рода проектов. Это первое. Второе, мы не всегда находили понимание здесь, на территории Абхазии. Даже нашлись люди, которым это не нравится, не просто не верят в то, что такой проект может быть реализован. В силу определенных причин, как правило, в силу политической мотивированности, это им не нравится. На самом деле там много аспектов, много, скажем так, препятствий, но непреодолимых нет. Что такое аэропорт? Аэропорт – это история, которая поменяет экономический облик нашего государства. А что такое экономический облик государства? Это уровень жизни для нашего населения. Это обеспеченные семьи, это многодетность, это хорошего уровня образования, это хорошая качественная медицина, это хорошая социальная сфера. Для того, чтобы обеспечить высокий уровень культуры, высокий социальный уровень, необходимо иметь прочный экономический фундамент. И такие масштабные проекты, аналогов у нас в Абхазии не было, ни по цифрам, ни по объемам. Они поменяют экономическую картину в Абхазии, социальную картину поменяют. Я думаю, что, я даже уверен, а не думаю, я уверен в том, что Абхазия станет еще более популярной. Этого бояться не нужно. Это наше преимущество, это наш плюс. Народ Абхазии, хозяин Абхазии. Народ Абхазии определяет, по каким правилам люди здесь будут находиться даже временно. Главное, чтобы эти люди были. Сложности, с которыми мы сталкиваемся в ходе реконструкции аэропорта, я бы хотел на это обратить ваше внимание. Позиция международного сообщества. Есть такая международная организация ИКАО, организация, которая занимается регулированием воздушного сообщения между государствами, вырабатывает определенные единые правила и так далее. Эта организация блокирует данный проект. Блокируется данный проект по инициативе
Грузии. Блокируется данный проект всеми государствами Евросоюза. Это я говорю для того, чтобы наши граждане видели разницу подходов по отношению к Абхазии, как со стороны европейских государств и нашего союзника. Несмотря на это, наш союзник нам помогает в восстановлении аэропорта. Это может привести к дополнительным санкциям, скорее всего, приведет в отношении тех авиакомпаний, которые будут летать. Несмотря на это, работа продолжается. И так во всем. Я почему это говорю? Потому что у нас в последнее время появились граждане, которые высказывают мнение о том, что хотят поставить на один уровень некоторые европейские государства и Российскую Федерацию. И сказать, что их вклад примерно одинаков или сопоставим в плане строительства современного государства. Это не так. Вот на таком для нас важном проекте все четко видно. Наверняка этот проект был бы реализован и ранее, если не было бы таких препятствий. Но они были. Ну и другие аспекты, связанные с отсутствием финансов и так далее. Одна из важных причин – позиция Грузии и ее союзников в данном экономическом проекте. Ваши ожидания от реализации данного проекта? После открытия аэропорта, дай-то Бог, чтобы все у нас сложилось по плану, нам необходимо очень серьезным образом строить объект размещения. Там тоже есть определенные сложности. Я об этом говорил. И сейчас, пользуясь случаем, хочу сказать еще раз. Гостиничный бизнес, классический гостиничный бизнес, возврат денег – это примерно 12, от 10 до 15 лет. Финансовая модель такая не всех устраивает. Если мы в этом плане не предпримем какие-то неординарные шаги, то у нас бурного развития туристической отрасли в стране не будет. Вот в последнее время, скажем так, динамика стала значительно лучше, чем до 20-х годов. Но это не та динамика, которая нас устраивает. Я эти цифры неоднократно приводил. И сейчас хочу напомнить нашим уважаемым телезрителям. Город Сочи. Территория города Сочи в 3 раза меньше, чем территория Абхазии. В Сочи отдыхает в год более 7 миллионов туристов. В Абхазии в год отдыхает 500-600 тысяч туристов. Речь идет о многодневниках. Это при том, что мы в 3 раза больше, как территория. Поэтому, конечно же, развитие туристической инфраструктуры как локомотива экономики – это то, что нам нужно. Для того, чтобы создать одно рабочее место, а у нас около минимум 50 тысяч рабочих мест мы должны создать безработных, это примерно около 50 тысяч безработных, тех, кто могли бы работать. Это примерно 7-8 миллионов рублей. Это примерно 350 миллиардов рублей в экономику надо вложить. Это наиважнейшая задача – обеспечить людей возможностью работать. В какие отрасли? Конечно же, в туризм. Но где такие деньги взять? Такие деньги могут быть только от частных инвесторов. Но частный инвестор будет считать финансовую модель. Она выгодна ему или нет? С учетом той инфляции, которая сегодня существует. Поэтому мы должны определить на территории Абхазии точки роста, где для инвесторов создадим особые условия, особые преференции. В связи с этим и был внесен в том числе законопроект о правовом статусе апартаментов. Апартаменты, и пусть никто, скажем так, не продолжает вводить людей в заблуждение, на территории Абхазии строятся и продаются по существующим сегодня правилам. Существующие сегодня правила, они несовершенны. Прежде всего потому, что этот бизнес, строительство апартаментов и продажа сегодня не приносит никаких денег в бюджет Абхазии. Мы же в этом законопроекте, который, конечно же, может быть подвергнут изменению, там параметры могут быть пересмотрены, география может быть пересмотрена, но это развитие целой отрасли, самой главной отрасли, которая обеспечит динамичное развитие нашей экономики, то, что нам нужно.
Поэтому это надо иметь в виду. Аэропорт может перевозить, там пропускная способность, если будут люди, которых перевозить, там 2 миллиона туристов в год, это может быть, понимаете? А мы можем сегодня принять по тому количеству мест, которое мы имеем, там, наверное, 1800 можем принять. А кто же к нам будет приезжать, если не будет возможности для отдыха? Это один момент. Другой момент. Часто тиражируют тезис о том, что вот это вот некое нерациональное использование наших земель. Если даже взять Восточную Абхазию, там, где ситуация обстоит в этом смысле лучше, чем в Западной, Ачимчирский район, Гальский район, Тухачевский район, территория этих трех районов примерно 300 тысяч гектаров. 300 тысяч. На реализацию данного проекта нужно 100 гектаров, 150. Ну, вот, сумели часть населения убедить в том, что якобы это вредно. Это сумели сделать. На самом деле это принесет только пользу, потому что люди, которые будут приобретать эту недвижимость, они будут к нам приезжать, это будут люди, которые будут оживлять нашу экономику. И никаких политических прав у них не будет. Это не будет связано с тем, что у них будет абхазское гражданство. Они будут к нам приезжать на определенное количество дней. У нас есть соответствующее законодательство. Мы можем это законодательство усилить, ужесточить. И что самое главное, сюда к нам приедут и приобретут эти апартаменты с удовольствием представители родственных наших народов, которые проживают на территории России. Где проживают адыги, черкесы, кабардинцы, самые близкие наши народы? В России, осетины. Разве это не приведет к тому, что наши отношения с нашими собратьями станут ближе? Мы их будем чаще видеть. Разве это не приведет к тому, что совместных браков будет больше? Разве это не усилит нашу идентичность? Это не будет цементировать нашу культуру? Я думаю, что это все будет. Когда мы говорим об открытии Сухумского аэропорта, назревает следующий вопрос. Ситуация с энергетикой у нас в стране непростая. Были введены временные ограничения подачи электричества, веерные отключения по 2-6 часов в сутки. Не усугубится ли без того сложная ситуация в сфере нашей энергетики после запуска аэропорта? Вы знаете, это никак не поменяет ситуацию в плане обеспечения населения электроэнергетикой. Там не такие объемы нужны. Более того, инвесторы будут создавать условия для того, чтобы этот объект бесперебойно имел возможность запитываться электроэнергией. Это стратегический объект, там никакие отключения быть не должны. Есть альтернативные источники электроэнергии, будут договариваться у нас с теми, кто занимается генерацией, будут ставить дополнительные мощности у себя. Есть, скажем так, такая идея частично необходимые объемы через солнечные батареи. Все это проговаривается. Но там 2,5-3 мегаватта, это вообще по сравнению с тем, что мы потребляем, мы теряем при доставке значительно больше. Какие шаги нужно предпринять, чтобы стабилизировать эту ситуацию? Вы знаете, эта задача не из простых. Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, я должен уйти, скажем так, ретроспективный взгляд на эту историю. Много аспектов. В энергетике много сложностей. В энергетику необходимо вкладывать очень серьезные средства. Это реальная картина такая, потому что запредельный износ мощностей. Надо строить новые линии электропередач, надо ремонтировать трансформаторные станции. Их, по-моему, 42 станции, и 30 из них давно выработали свои нормативы. Это очень серьезные деньги. Как бы там мы ни говорили, некоторые люди, которые занимаются тем, чтобы себя пропиарить, они могут позволить себе говорить популистские вещи. Они могут себе позволить сказать, что тариф не нужно поднимать, потому что они за это ответственность не несут. Это же нравится людям, когда им говоришь, что свет платить не нужно, тариф должен быть низкий. Тем самым
завоевать некие политические дивиденды. С 2012 года по 2022 год тариф на электроэнергию в Абхазии не поднимался. Вы можете назвать хоть какую-нибудь услугу или товар, который в течение 10 лет в своей цене не поднимался? Но у нас проблемы, даже несмотря на то, что с 2012 по 2022 год тариф не поднимался, у юридических лиц, у предприятий, у граждан сложился долг более чем 3,5 миллиарда рублей. Часть нашего населения не в состоянии оплачивать, и мы это понимаем. Но не 5% уже платить. Мы пошли на поэтапное повышение тарифов. При этом мы будем поддерживать часть нашего населения, которое нуждается в поддержке. У нас к людям, которые нуждаются в поддержке, претензий нет и быть не может. Мы должны восстановить энергетику. Вот нас упрекают в том, что вот в грубом виде, значит, повысили тариф. Но я хотел бы проинформировать наше население, что наша политика в этом плане очень и очень социально ориентированная. Пример, пожалуйста. Мы приобретали электроэнергию за 4 рубля, за 3,5, а населению продавали в прошлом году по 90 копеек. И все это бремя, больше 1 миллиарда рублей, государство взяло на себя. Это факт? Это факт. Это же не бизнес покупать за 3,5 и продавать за 90. Ну и хочу привести примеры. Электроэнергия – это такой же товар, как топливо, такой же товар, такая же услуга, как сотовая связь. Вот осталась у нас проблема с электроэнергетикой. Она сложная, но решаемая. До недавнего времени только ленивый не обсуждал облик наших городов с заброшенными домами и вокзалами. Слава Богу, ситуация меняется в лучшую сторону. Идут восстановительные работы по преображению Гагарского, Гудаутского, Сухумского вокзалов. А также мы знаем, что идут работы по реставрации железнодорожной станции Псырцха. И отрадно, что к реставрации задействованы наши ребята, молодые архитекторы. Скажите, пожалуйста, планируете ли вы более активные масштабные вовлечения железной дороги в экономику страны? Транспортные коммуникации – это кровеносная система экономики. Если сельское хозяйство что-то производит, то то, что произведено, необходимо доставить до потребителя. А для того, чтобы к нам приехал гость, у него должна быть возможность пользоваться или воздушным транспортом, или морским, или автомобильным, или железнодорожным. Поэтому этот вопрос даже очевиден, что транспортная коммуникация нам необходимо развивать. Чем мы и занимаемся, что касается железной дороги. Это предприятие показывает хорошие результаты. Они в последнее время набрали хороший темп, и этот темп будет развиваться дальше. Конечно же, нужны другого объема инвестиций даже в эту отрасль. Но пока ребята справляются неплохо. Но я хотел бы вас проинформировать о том, что финансовые результаты у них по сравнению с 2020 годом улучшились в 5 раз. Не на 5%, а в 5 раз. Я вот потом вам передам справку, вы ознакомитесь с этой справкой, и вы убедитесь в правильности моих слов. Но есть отдельные участки, которые требуют существенных вложений. У нас 11 железнодорожных тоннелей. Они тоже уже подходят по срокам эксплуатации к тому, чтобы нуждаются в ремонте. Все это, как правило, сегодня просчитывается, готовится проектно-сметная документация. Верхнее строение путей не электрифицированы, не на всей территории Абхазии. Тяга уже не электрическая, за Сухумом дальше. Сейчас идет ремонт идет Кодорского железнодорожного моста. То есть это такой хороший коллектив, который правильно расставил акценты и показывает неплохие финансовые результаты. Но надо дальше, и мы их будем поддерживать и будем им помогать. Что касается других транспортных коммуникаций, ну, по поводу аэропорта мы с вами говорили.
Вы, наверное, слышали о том, что идет реконструкция пункта пропуска на ПСОУ. Будет задействован старый мост, это тоже дополнительные потоки. И будет совершенствован значит, пункт пропуска, которым мы сейчас пользуемся. Дополнительные, значит, у нас будут возможности по пересечению границы. Мы запускаем электропоезд. Он у нас в этом году пройдет в Сухум. Под это дело и строится, не строится, а идет реконструкция Сухумского вокзала. Левое крыло уже будет готово к приему гостей. В 2025-2026 году электропоезд будет приходить в Очимчиру. И это тоже разгрузит автомобильный поток. Ну и вопрос, связанный с морскими коммуникациями. Вот в прошлом году ходил круизный корабль, тяжело было. Этот прошлый год он оказался для них убыточным. У меня была 3 недели назад встреча с министром транспорта России Савельевым. Мы это обсуждали. Туда ездил министр по туризму. Этот проект мы сохраним и постараемся его приумножить, но будем помогать и рекламой, и там есть подходы, которые в полной мере нами не реализованы. Вот развитие вот такого рода проектов: море, воздух, ЖД, автомобильный транспорт — это, конечно же, то, что нам нужно, это большой приток для людей, это развитие экономики. Я как-то в одном из интервью говорил, сейчас, пользуясь случаем, хочу повторить, мы начинаем, и неплохо пока получается, расширять возможности по перевалке грузов в наших портах, в частности в Очимчирском порту. Очимчирский порт, там были проведены углубительные работы. В прошлом году там частный бизнес построил площадку по перевалке контейнеров. Мы им помогли в рамках льготного кредитования. Они получат, часть уже денег получили, около 800 миллионов рублей для технического оснащения и увеличения объемов перевалки контейнеров. Вот через год они могут переваливать существенные объемы. Специальная техника приобретена, причем приобретен кран, он произведен в Китае, такого крана нет ни в одном из портов Черного моря. Как известно, наш стратегический партнер Российская Федерация долгие годы оказывает Абхазии финансовую помощь. И в рамках инвестпрограммы были восстановлены различные важные социально значимые объекты. Хотелось бы услышать от вас о планах и стратегии поиска новых источников финансирования, но уже за счет средств собственного бюджета, так как мы знаем, что в следующем году по инвестпрограмме уже пойдет сокращение. Вы знаете, Россия оказывала нам и оказывает по сей день наиважнейшую помощь. Это очень сложно переоценить. Все, что в плане развития культуры, образования, медицины, спорта, все, что построено за последние 15 лет, это благодаря помощи и поддержке Российской Федерации. Рано или поздно должен настать такой период, когда мы сами будем обеспечивать необходимые условия для развития нашего бюджета, для его пополнения. Хотел бы вас проинформировать. За период с 2020 года по 31 декабря 2023 года собственно доходная часть бюджета Абхазии увеличилась на 104%. За счет чего это произошло? Прежде всего за счет более высокого уровня и более высокого качества администрирования. Только в Гагарском районе за 2021-2022 год было поставлено на учет более 250 юридических лиц, которые работали, функционировали, и на налоговом учете они не стояли. Вот город Гагра демонстрирует такие показатели. За этот период с 2020 года по 31 декабря 2023 года бюджет города Гагры вырос почти на 300%. За счет вот этих мер
административных, улучшения качества администрирования. При этом мы не ввели ни один новый налог, мы не поменяли ставку в плане увеличения. Это существующие нормы в рамках этих норм. И так по всем районам практически, по всем предприятиям государственным есть такие показатели. Сейчас обсуждается в парламенте закон, который инициирован Министерством по налогам и сборам об едином налоге. Я думаю, это тоже даст возможность увеличения поступления более чем на 1 миллиард рублей в течение 2 лет. При всем при этом эти деньги даются нелегко, но это не те деньги, которые могут кардинально поменять картину. Мы за последние 2 года увеличили существенно бюджет Министерства обороны, ключевой институт нашего государства, с учетом текущего момента, да, исторического периода. Но этого мало. Наш бюджет должен быть не 15-16 миллиардов рублей, как это сейчас. Наш бюджет должен быть миллиардов 50. И это возможно при реализации некоторых экономических программных установок, о которых я говорю. Вот развитие туризма именно в том аспекте, как я об этом говорил неоднократно. Поэтому, конечно же, были такие договоренности. Россия осуществляет софинансирование по повышению заработной платы, но объем софинансирования сокращается, наша доля увеличивается. Но Россия еще помогает. В этом году мы приступаем к строительству детской больницы за счет российской помощи. Уважаемые коллеги, я это адресую моим согражданам. Мы, конечно же, можем очень серьезным образом поменять экономическую нашу картину. Нам не нужно бояться. Нам необходимо развивать те отрасли экономики и привлекать инвестиции. Капитал, который к нам пришел или который к нам может прийти, мы его должны защитить. Этот капитал будет работать на наших граждан, прежде всего и главным образом. Капитал будет работать на развитие наших территорий. Я выше об этом говорил. И понимание важности этого процесса и действия в рамках этого тезиса как раз-таки есть то, что нам надо сделать. Я надеюсь в этом плане на поддержку и наших граждан, и институтов государства, парламента, общественных партий и движений. Другого нет. По-другому экономика развиваться не будет. Мы не имеем собственной денежной единицы, и в ближайшей перспективе у нас ее не будет по разным причинам. Хотя у нас есть некоторые так называемые экономисты, которые целенаправленно вводят в заблуждение наших граждан и говорят о том, что назрело время иметь собственную денежную единицу. Элементарные подсчеты, элементарные опровергают данный тезис как ложный и вредный. Поэтому поиск инвестиций, определение точек роста, определение условий работы этих инвестиций на благо, на экономику Абхазии – это тот путь, который нас выведет на те высокие показатели, которые мы хотели бы иметь. Тут я еще на что хотел бы обратить внимание. Вот определенное количество наших граждан получают российскую пенсию. В среднем это 10 тысяч, в некоторых случаях до 15 тысяч. Количество тех, кто получает пенсию российскую, сокращается. И идет нагрузка на бюджет в том плане, что новые пенсионеры, которые появляются в пенсии, должны получать с нашего бюджета. Тут я возвращаюсь к цифрам, таким очень важным, фундаментальным, о которых не принято говорить так часто. Не потому, что это не важно, а потому, что это правда, потому что это не соответствует принципам популизма и демагогии. Сколько человек у нас работает, сколько у нас пенсионеров, почему у нас такое количество рабочих мест, почему такое количество людей не заняты работой. Вот задача государства обеспечить возможность для тех, кто хочет работать. Мы эти рабочие места должны создать. Рабочее место примерно стоит 7-10 миллионов рублей в зависимости от отрасли. И эти деньги нам необходимо найти и вложить в экономику Абхазии. И тогда мы не будем нуждаться в помощи финансовой Российской Федерации. 15 лет оказывается эта поддержка.
Есть программы здравоохранения, предоставляющие бесплатное лечение не только в Абхазии, но и за ее пределами. Есть программы в сфере бесплатного образования. Какой вы видите перспективу улучшения социального положения граждан? Программы, о которых вы говорите, которые реализуются в рамках Министерства здравоохранения, в своей основе финансируются Российской Федерацией. И программа кадрового обеспечения, это за счет денег Российской Федерации часть за наши деньги. Этого мало. Мы должны изыскать средства для того, чтобы объемы финансирования здравоохранения были в разы выше, чем есть сегодня. Вот я говорил выше о том, что с помощью Российской Федерации, на деньги Российской Федерации мы начинаем строить детскую больницу. У нас нет кардиологического центра. У нас много чего нет. И на все на это необходимо ресурсы изыскать. Эти ресурсы должны быть изысканы на территории Абхазии. Эти ресурсы должны быть выжаты из экономики Абхазии. Иначе не будет расширения социальной сферы. Социальная сфера – это не только же здравоохранение. Это еще и культура, и наука, и спорт. Пока мы готовили интервью, состоялось собрание представителей общественности, оппозиционных сил. Мы не можем не затронуть вопросы, которые поднимались на этой встрече. Прозвучало много критики в адрес руководства страны. Например, цитирую: «Грубейшим и преступным просчетом властей Абхазии стала непродуманная борьба с COVID-19, усугубленная массовым запуском в страну туристов в разгар пандемии. А также строительство апартаментов для иностранцев они сравнивают с Абхаз-переселенстроем, то есть программой, которая работала во времена Сталина и Берия. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу подобных высказываний». Вы знаете, если бы не было бы собрания данного, о котором вы сейчас сказали, я бы не хотел на эти вопросы отвечать. Но, тем не менее, коль скоро вы задали, я отвечу. Тезис о том, что в период пандемии работа, связанная с обеспечением здоровья населения Абхазии, и что эта работа провалена, она не соответствует действительности ни в коей мере. Есть цифры объективные, по которым можно сделать вывод о том, что работа была поставлена на очень высоком должном уровне. Прежде всего это произошло благодаря нашему медицинскому сообществу. При этом колоссальный вклад для решения этой проблемы внесло само государство, наше абхазское. Нам помогали наши друзья из России, нам помогали общественные деятели, бизнесмены, меценаты, и мы получили результат в данном случае, которым не могут гордиться некоторые сопредельные государства и не все субъекты Российской Федерации. Вот я вам приведу цифры. За период с 26 марта 2020 года по 1 августа 2022 года на мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Абхазия было направлено средств в сумме 1 миллиарда 161 миллион рублей. За счет средств республиканского бюджета 935 миллионов. За счет средств местных бюджетов 93 миллиона. За счет средств, поступивших в качестве финансовой помощи на борьбу с инфекцией для нужд здравоохранения, в том числе от меценатов, 41 миллион рублей. За счет средств, выделенных благотворительными организациями и нашей диаспорой, 89 миллионов рублей. За указанный период в Абхазии заболело 54 824 человека. Вылечили 53 319 человек. Умерло 693 человека. Летальность 1,3%. Давайте посмотрим летальность в других государствах. В России в целом 2,1%, Армения 2%, Азербайджан 1,2%. По некоторым субъектам Российской Федерации летальность в Кабардино-Балкарской республике 3%, в Краснодарском крае 4%, в Северной Осетии 3%. Вот неопровержимые факты, цифры. Надо исходить из них. А те, кто в своем заявлении сказал, что работа была провалена, они преследуют свои политические цели. И это не соответствует ни в какой мере правде. На собрании общественности оппозиционных сил были
известные в прошлом государственные деятели. Государственные деятели, которые должны понимать, насколько важно иметь особые отношения, поддерживать особые отношения с Российской Федерацией. Когда они проводят параллели между Абхаз-Переслен-строем и возможностью реализации программы по строительству апартаментов, понимая, что эти апартаменты будут приобретать граждане Российской Федерации, меня это очень сильно, как минимум, удивляет и расстраивает. Вот такого рода заявления как раз-таки подрывают наши взаимоотношения с Российской Федерацией. Там находились бывшие руководители государства, и при них, и на все 15 лет руководство России ставит справедливый вопрос о возможности приобретения недвижимости гражданам России в Абхазии. Вопрос этот снят. Россияне говорят, если мы с вами союзники, ваши близкие люди, это никак не должно быть связано с приобретением политических прав, гражданства. Может русский человек купить апартамент и на лето приехать отдохнуть? Мы вам близкие люди или нет? Люди, которые готовы приехать и, находясь здесь, жить по нашим правилам. И мы должны им сказать, что ваши желания нам напоминают то, что было 70 лет тому назад, когда шла целенаправленная ассимиляция Абхазии, Грузии, и поставить знак равенства между руководством Грузии того периода и современной Россией. Я категорически против таких аналогий. Считаю, что они носят исключительно вредный характер. Я выше говорил об этом, и время покажет, кто был прав. Время обязательно расставит все на свои места. Но я хотел бы просить оппозиционных деятелей, прежде чем высказывать такого рода мысли, делать такие заявления, хорошенечко подумать, приносят они пользу нашему государству, этносу или нет, или мешают этому. Я не допускаю мысли о том, что некоторые из них, подчеркиваю слово «некоторые», не понимают, о чем идет речь, и их используют в темную. Такое тоже может быть. Но люди, которые занимали высокие государственные должности, когда делают такое заявление, это никак не может быть мною поддержано и принято. Я категорически против таких вещей. Оппозиция часто критикует ваши высказывания по поводу суверенитета. Они считают, что вы публично заявили о допустимости поделиться частью суверенитета. Это довольно-таки серьезное обвинение. Как бы вы ответили на этот вопрос? Внесите ясность. Конечно, можно делать безответственное заявление. Я лишь говорил о том, что в свое время, в 2009 году, потом в последующем, мы подписали, руководство Абхазии того периода подписало ряд документов, в соответствии с которым часть наших полномочий государственных были переданы в совместное ведение. И это было сделано правильно, потому что это соответствовало интересам нашего государства. Что я имею в виду? Например, обеспечение пограничной безопасности. Ну, можно же на эту тему говорить без конца. На пунктах пропуска, на государственной границе, на сухопутных, на морских, на воздушных, на всех пунктах пропуска охрану государственной границы осуществляют пограничники Республики Абхазия и пограничники Российской Федерации. Это пример того, что было сделано. Я, кстати говоря, это никоим образом не критикую, потому что нашу военную безопасность обеспечить в полной мере собственными силами пока не представляется возможным. Нам это нужно. Мы же не хотим, чтобы у нас была еще одна война. Мы же не хотим слабостью провоцировать нашего противника, который находится с нами в состоянии войны. Он не снял с нас требования, претензии территориальные. Если некоторые граждане забыли, это простительно. Но политики и общественные деятели должны понимать, с каким огнем они играют, когда таким образом вбивают в клин наши взаимоотношения с Российской Федерацией. Знают эти товарищи о том, что бюджет Министерства обороны Грузии больше, чем бюджет Республики Абхазия? Они знают о том, что у вооруженных сил Грузии нет другой задачи, кроме как задачи возвращения абхазских и осетинских земель в состав Грузии? Об этом они знают или нет?
Но это политическая игра, опасная политическая игра, которую ведет часть наших оппонентов. Поэтому, уважаемые коллеги, в этой части речь шла о суверенитете, о наличии или отсутствии собственной денежной системы, денежной единицы. Это не является составной частью суверенитета. Не надо играть словами, не надо выдергивать мои высказывания из контекста. Я в спокойной обстановке готов по этому поводу дискутировать с кем угодно. Я знаю, что в этих вопросах моя позиция абсолютно оправдана и соответствует интересам граждан Абхазии, прежде всего абхазскому этносу. Мы находимся на стадии развития и становления, и нам необходима поддержка Российской Федерации на этом историческом этапе. Она в крайней степени, так же, как мы нужны России, как стратегические партнеры и союзники, как верные их союзники. Это вот такая история. И не нужно ее подвергать критике и нападкам. Это очень плохо, это неправильно. Парламент ратифицировал соглашение по Густачи Пицунда. Но вокруг этого вопроса все еще полемика продолжается. Все-таки поставлена точка на этом вопросе или все еще есть какие-то нерешенные пункты в договоре? В этом вопросе, если говорить о взаимоотношениях между государствами, поставлена точка. Есть решение парламента, есть межправсоглашение, которое ратифицировано парламентом, и все, мы ничего не собираемся пересматривать, не считаем это нужным, а кого-то это не устроило. Люди ищут темы для того, чтобы раскачать ситуацию в нашей стране в канун предстоящих выборов. Это я называю дешевым популизмом и демагогией. Какое-то количество людей этим занимаются, но это их право, пусть они занимаются. Это ничего не поменяет в наших взаимоотношениях с Россией по данному вопросу. Решение принято, справедливое решение, правильное решение, которое российская сторона ожидала 13 лет, и решение, на которое давалось добро всеми руководителями Абхазии в свое время. Аслан Георгиевич, еще одна ваша цитата, которая остро обсуждается оппозицией. Процитирую вас. «Землей, принадлежащей абхазскому народу, будут пользоваться те, кто умеет ею лучше пользоваться». Если вырвать из контекста эту фразу, то ее можно понять по-разному. О чем идет речь? Ну да, каждому хочет и может понять ее, как ему удобно и как ему выгодно. В данном случае речь идет о том, что я бы хотел немножко покопаться в терминологии. Пользоваться, я сказал слово ключевое, пользоваться, правильно? Не владеть. А пользуются, да, тот, кто владеет, имеет право дать кому-то землю в пользование. Что повсеместно у нас в Абхазии происходит. Например, в моем родном селе земля находится в аренде, в пользовании у российской компании. Российская компания создала рабочие места, платит налоги, и это является хорошим примером. Именно вот это я имел в виду. А что совместные предприятия, которые у нас работают, несколько десятков совместных и российских предприятий, которые работают здесь, землей не пользуются, а компания «Роснефть» не пользуется участками, на которых стоят их заправки. Это вообще не предмет дискуссий качественных, это предмет дискуссий вот для тех, кто говорит такие вещи. Это очевидные. И, конечно, это механизм, которым мы будем пользоваться на благо наших граждан, на благо развития нашей экономики. А что? Строительством аэропорта занимается какая компания? И землей они будут пользоваться. А как же им строить объекты аэропортовой инфраструктуры, если у них земля не будет в пользовании? Не в собственности же, а в пользовании. И все это носит срочный характер. Оппозиция считает, что вы в нарушении Конституции используете вооруженные силы для недопущения массовых акций протеста. Ваши аргументы по этому вопросу? Мой ответ по этому вопросу. Я думаю, что так считает часть оппозиции. И если у тех, кто так считает, их мнение правильное, а мои действия нарушают Конституцию, у них есть возможность обратиться в наш Конституционный суд. Я же скажу так, что вооруженные силы используются в точном соответствии с существующими у нас законами. Там нарушений никаких нет.
Никаких нарушений нет. Также представители оппозиции утверждают, что криминогенная обстановка в стране значительно ухудшилась. Прокомментируйте, пожалуйста. Вы знаете, у тех представителей оппозиции, которые так утверждают, у меня к ним вопрос. О какой стране они говорят? Об Абхазии? Они говорят, что криминогенная ситуация в Абхазии ухудшилась. По сравнению с каким периодом? Когда она ухудшилась? Что они имеют в виду? Ну, я так понимаю, что криминогенная обстановка в Абхазии ухудшилась с тех пор, как господин Бжаня стал президентом Абхазии. Об этом, наверное, речь идет, да? Так это можно понимать. Ну хорошо, давайте посмотрим, что по этому поводу говорят цифры. В период с 2014 года по 2019 год всего совершено преступлений на территории Абхазии 5328. В период с 2020 года по настоящее время совершено преступлений 3003. Тяжкие и особо тяжкие преступления с 2014 года по 2019 год совершено 2613. Раскрываемость 43%. Такие же тяжкие и особо тяжкие преступления с 2020 года по настоящее время совершено 806 преступлений, раскрываемость 59%. По видам преступлений с 2014 года по 2019 год похищений граждан 29 единиц. С 2020 года по настоящее время похищений граждан 4 единицы. Разбоев совершено с 2014 по 2019 год 202 разбоя. С 2020 года по настоящее время 31 разбой. Грабежей с 2014 года по 2019 совершено 231. С 2020 года по настоящее время 34 грабежа. Данный тезис, который озвучен отдельными представителями оппозиции, ни в коей мере не соответствует действительности. Цифры говорят об обратном. Другое дело, что да, эти преступления тоже не должны были бы совершаться, но людям свойственно, определенным категориям, свойственно жить таким образом, жить преступным мышлением и совершать преступления. Я так понимаю, что изжить это невозможно, но существенное сокращение произошло. И это произошло в том числе и потому, что нам оказывают поддержку Российской Федерации. Некоторые товарищи, наверное, забыли и не хотят об этом знать. В 2021 году, в 2020 году, в 2021-2022 году мы получили безвозмездно из России более 130 единиц транспортных средств для Министерства внутренних дел. Было повышение заработной платы именно благодаря позиции Российской Федерации для сотрудников МВД на 75%. И мы выделили почти 90 миллионов рублей в течение 2 лет. Мы уровень безопасности повысим в разы. Мы внедряем элементы такой программы, как «Безопасный город». Никому не удавалось изжить преступность, но понизить ее до уровня, чтобы они не оказывали влияния существенное, мы обязаны, и мы эту задачу решим в обязательном порядке. Расскажите, пожалуйста, также о ситуации, связанной с дорожно-транспортными происшествиями. Какая у нас ситуация здесь? Ситуация на дорогах у нас остается непростой. Тут несколько объективных причин. Увеличивается количество владельцев транспортных средств. Чтобы вы знали, по сравнению с 2020 годом у нас произошло увеличение владельцев транспортных средств почти на 90%. Если тогда была цифра около 40 тысяч, по итогам прошлого года это 78 тысяч транспортных единиц, которые эксплуатируются на территории Абхазии. Возросла нагрузка на дорожное полотно. Наши дороги, по большому счету, отдельные участки дорог приспособлены для осуществления такого пропускного режима, но преимущественно, конечно, дороги оставляют желать лучшего. Нет разделительной полосы безопасности, и нет возможности в некоторых местах это пока сделать. Ну, тот же участок серпантин. Мы эту проблему пытаемся решить. Что мы сделали? Мы внесли изменения в Кодекс об административных правонарушениях
усилили ответственность тех, кто занимается нарушением правил дорожного движения. Не все работает так, как мы хотели бы. Есть пока сбои, потому что речь идет о человеческом факторе. Тогда, когда мы технически оснастим наших правоохранителей, сотрудников милиции, введем программу и начнем реализовывать отдельные пункты программы «Безопасный город», ситуация изменится. Конечно же, изменится. Но кардинально ситуацию изменить можно будет только тогда, когда наши дороги будут соответствовать современным требованиям безопасности. Это не так просто, это связано с большим количеством затрат. По цифрам, о чем идет речь? Самое большое количество смертей, связанных с ДТП, у нас в Абхазии было в 2016 году. 81 человек погиб. Это при том, что тогда владельцев транспортных средств было 36 тысяч. Сейчас у нас цифра в 2021 году была 43 человека погибло, потом в 2022 67, а по итогам прошлого года 61. Немножко цифры возросли. Но если это увязывать с количеством транспортных средств, тогда мы будем иметь более объективную картину. Думаем, как быть дальше, дополнительные знаки устанавливаем. Вот если вы на это обратили внимание, на особо опасных участках. Ставятся, монтируются дорожные полицейские, работают патрули. Ну и проблема у нас кадровая по линии ГАИ. В советское время очень сложно было попасть на работу в ГАИ. Это, скажем так, была очень престижная работа. Сейчас у нас там некомплект до 20%. Мы думаем, как замотивировать сотрудников. Тоже будем вносить, наверное, изменения в плане повышения заработной платы с тем, чтобы у них была мотивация. Но очень непросто. Это постоянная конфликтная ситуация, стрессы для сотрудников, и их надо понимать. Я думаю, что шаг за шагом ситуация будет улучшаться. Но это связано с такими сложностями. Конфликт с НПО. Всех под одну гребенку. Какой вы видите работу государства в сфере неправительственных организаций, которые финансируются из-за рубежа? Термин «всех под одну гребенку» он неуместен. Так система правосудия не работает. Вина, во-первых, ее нужно доказать, во-вторых, она носит исключительно персональный характер. Поэтому я с этим не соглашусь. Другое дело, что нам необходимо очень детально разобраться в деятельности неправительственных организаций, особенно тех неправительственных организаций, которые финансируются из недружественных по отношению к нам и России государств. Ну, вы знаете о том, что много программ, которые реализуют ПРООН. Есть такая организация ПРООН. Она финансируется американскими государственными институтами USAID. Основной донор – это компания, скажем так, госучреждение USAID. Они работали со своими программами на территории Украины. Пик их деятельности был в Белоруссии в 2020 году. А с 2012 года, с октября месяца, деятельность этих организаций в России запрещена. По какой причине? По той причине, что их деятельность не всегда прозрачна. Они действуют таким образом, особенно у нас на территории Абхазии, считают, что влияние России на Абхазию носит исключительно пагубный характер, и необходимо это влияние уменьшить. И вместо российского влияния распространить здесь влияние англосаксов. Но давайте мы с вами в спокойном режиме проанализируем, а что, собственно говоря, происходит. Мыслим мы свое будущее без нашего независимого государства? Я не мыслю. Но тогда, если Россия нам помогает в строительстве государства, почему эти государства нам не помогают в этом, а препятствуют? Почему они создают условия для того, чтобы мы вошли в состав Грузии? Почему они не работают на то, чтобы Грузия нас признала? Если Грузия признает независимость Абхазии, все вопросы снимаются автоматически. Мы устанавливаем с ними добрососедские отношения, и у нас обеспечивается прочный мир. Этого же не происходит. Этого не происходит. Идет идеологическая обработка в части, касающейся нашей молодежи. Мы абсолютно точно можем
сказать о том, что некоторые неправительственные организации, которые работают на территории Абхазии, целенаправленно занимаются тем, чтобы наши взаимоотношения с Российской Федерацией ухудшились. Они проводят определенные акции по блокированию некоторых наших совместных с Российской Федерацией проектов и документов. Это все имеет место быть. Поэтому мы хотим в этом плане навести определенный порядок. Кстати говоря, закон об инагентах впервые был принят в 1938 году в Соединенных Штатах Америки. И он был направлен на то, чтобы народ Америки, президент Америки точно знали, чем занимаются граждане Америки, которые получают иностранное финансирование. Чьи интересы они здесь проводят. Речь не идет о гуманитарных миссиях и программах. Гуманитарные миссии и программы, мы их не будем отменять. Мы как бы в этом плане никого не собираемся блокировать. Но когда речь идет о том, что наши взаимоотношения с Россией необходимо подвергнуть ревизии, когда нас пытаются убедить в том, что у нас нет гендерного равноправия, это вопрос для нас очень важный, что он стоит на повестке дня чуть ли не вопросом номер один. Я думаю, что народ Абхазии так не считает. У нас нет проблем с гендерным равноправием или с нарушением каких-то гендерных прав. У нас нет, единичные случаи бывают, какие-то, наверное, что-то бывает, но так, чтобы это шло вразрез с нашей ментальностью, мне кажется, что-то не так. У нас всегда в наших обычных семьях все понимали, кто главный. Деятельность этих организаций должна быть контролируема, а в некоторых случаях мы как бы не хотим, чтобы они здесь работали. Организации, которые запрещены в России еще в 2012 году, 12 лет тому назад, будут работать здесь у нас. Как вы на это смотрите? Как это соответствует духу партнерства и союзничества? Разве тут нет некого диссонанса? На мой взгляд, есть. Мы тут не собираемся действовать наскоком, мы не собираемся всех смешивать и всех красить одними красками, абсолютно нет. Точечно, выверенно оставим то, что нам нужно, то, что помогает нашему государству, нашим гражданам, а то, что мешает нам в нашем развитии и не соответствует интересам Абхазии, будет запрещено или закрыто. Я вот так вот думаю. Но опять-таки с соблюдением существующих норм права. Одна из важных задач государства – это возвращение наших соотечественников, живущих за рубежом, на историческую родину. Что государство в этом направлении делало и продолжает делать? Вы знаете, специальный комитет был создан еще в 1993 году и работает по настоящее время. Проделана существенная работа. Но процесс репатриации не может носить насильственный характер. Необходимо создавать условия для того, чтобы наши братья возвращались на родину. Много удалось сделать. Большое количество нерешенных проблем. Только с 2020 года по настоящее время нам нужна репатриация. Для того, чтобы их обеспечить жильем, для того, чтобы их обеспечить самым таким необходимым, потрачено 380 миллионов рублей. Это только за последние 4 года. Более 10 тысяч репатриантов у нас прошло за все это время. Около 3,5 тысяч осталось. Остальные, скажем так, уехали в другие государства или вернулись. Почему? Вы знаете, вот целенаправленно решить одну задачу и нельзя, все это взаимосвязано. Это потому, что многие из них не нашли здесь рабочих мест, не смогли себя обеспечить работой. Динамичный процесс в плане увеличения потока тех, кто к нам хочет переехать, произойдет только тогда, когда мы начнем динамично развивать свою экономику, когда каждый из них может найти здесь нишу, в рамках которой он себя реализует. Многие получили земельные участки, многие получили квартиры, но этого, как выяснилось, мало. Но есть земля, участок, есть квартира, а не на что себя содержать, потому что нет работы. Тут отчаиваться не нужно, тут необходимо просто дать попробовать в этом вопросе посмотреть правде в глаза. Кто бы ни руководил Абхазией, в любые времена
Абхазия всегда будет открыта для своих собратьев, которые проживают за пределами Абхазии. Наша с вами задача — создать условия для того, чтобы здесь жилось хорошо. И тогда к нам приедут в обязательном порядке. Это как бы не специальная программа по репатриации. В рамках специальной программы по репатриации государство делает все, что может делать. На все, на что хватает силы, мы выкладываемся. Все руководители этим занимались с самого начала. Результаты вот такие. Не скажу, что глобально большие, скромненькие. Все остальное зависит от общего развития нашего государства. Текущий год важен во всех смыслах. Каким вопросам, на ваш взгляд, нужно уделить особое внимание? Текущий год, он такой же, как и все остальные годы, которые я провел в качестве президента. Единственное его отличие — он высокосный. А если так серьезно, то задачи, которые остались нерешенными, задачи, которые связаны с развитием нашей экономики, задачи, которые связаны с повышением уровня обеспечения нашей безопасности, задачи, которые лежат в социальной сфере. Вы знаете, да, мы сумели повысить заработную плату основным категориям бюджетников с 2020 года по 2024, там была цифра, по-моему, 14, сейчас будет 35 тысяч. Это хорошо, это хорошо. А этого достаточно? Конечно, нет. Поэтому те задачи, которые были, они остаются. И с каждым разом мы должны давать другое качество. Задача властей состоит в том, чтобы люди жили комфортно, чтобы люди могли все необходимое, то, что даровано им Господом, Богом, Конституцией, чтобы они могли это все реализовать. Нам необходима здоровая нация. Нам нужны здоровые дети. Значит, нам нужно развивать спорт. Нам нужны образованные дети. Нам нужна высокая культура, собственная, абхазская. Мы должны сохранить свою идентичность. С другой стороны, мы должны знать культуру других народов, русскую культуру, знать Чайковского, Достоевского, Толстого. Это все делается через государственные институты, через преподавателей, через Министерство просвещения. Просто улучшать качество нашей работы, все больше людей охвачивать этими процессами и сделать так, чтобы в Абхазии не было бедных людей. У нас, к сожалению, есть категория людей, которая живет бедно, их не должно быть. На нашей земле не должно быть бедных людей. И это задача, которую я ставлю для себя как самую главную. И мы, конечно же, ее пока не решили. Но мы ее должны решить. Это очень важно. Итабу пам тапшаны яхетби хайцчажвера шахакшахатхаз. Итого, я хочу айчсавера ахейчишкас. Итого.